Ислам уделяет особое внимание душевной и телесной чистоте. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Чистота — половина веры, имана». Намаз является одним из важных видов поклонения мусульманской религии. Ислам требует, чтобы место, где совершается намаз, было чистым. Чистыми также должны быть и одежда, и тело верующего. Прежде чем совершить намаз, надо совершить малое омовение. На арабском языке малое омовение называется вуду, что означает великолепие, красота, чистота. Шариатское определение вуду — это омывание водой определенных частей тела, совершаемое соответствующей целью, с намерением ради Аллаха. Далее мы, по воле Всевышнего, разберем вопросы, касаемые малого и большого омовений. Перед какими действиями нужно совершать малое омовение? С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. В суре Аль-Маида, в 6 аяте, Всевышний говорит: «О верующие, когда вы собираетесь встать на намаз, и у вас нет омовения, то вымойте лицо и руки до локтей, включая локти, протрите голову и вымойте ноги до щиколоток, включительно». Этим аятом Аллах определил нам фарды во время омовения. Перед совершением любой молитвы, фард или сунна, верующий должен совершить омовение. Также омовение обязательно, когда совершается таваф, обход вокруг Каабы. Омовение является обязательным, и когда человек дотрагивается до священного Корана. В суре Аль-Вакиа Всевышний говорит: «К нему прикасаются только очищенные». Данный аят является, по сути, запретом прикасаться к мусхафу тому, у кого нет малого вуду или полного гусля омовения. Фарды и сунны при совершении малого омовения. При совершении малого омовения есть определенные действия, установленные как в Священном Коране, так и в Сунне посланника Всевышнего. Да благословит Аллах и приветствует. Есть 6 обязательных фард-действий. Первое — это намерение. Второе — мытье лица. Третье — мытье рук до локтей включительно. Четвертое — протереть голову мокрыми руками. Пятое — мытье ног до щиколоток включительно. И последнее фардодействие — это соблюдение тартиба, то есть порядка мытья всех частей тела. Несоблюдение хотя бы одного из фарддействий омовение считается недействительным. А также поговорим о основных суннат-действиях во время малого омовения. Это совершение омовения, повернувшись к кибле священной Каабе, которая находится в Мекке. При совершении малого омовения кувшин с водой ставить слева. Произношение «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим». Произношение «Бисмилляхир рахманир рахим». Принятие намерения. Я намереваюсь совершить сунна омовения ради Всевышнего Аллаха. Обмывание кистей обеих рук. Использование сивака. Полоскание водой рта и носа. Глубокое полоскание водой рта и носа тому, кто не постится. Использование правой руки для подношения воды к носу и левой руки при очищении носа. Начинать омовение лица со лба сверху вниз. Обмывание передней части головы и шеи, как дополнение к обязательному обмыванию лица. Не похлопывать руками по лицу при его мытье. Скрещивание пальцев при мытье рук. Перемещение колец, браслетов, часов и тому подобное, чтобы под них проникла вода. Обмывание рук выше локтей и ног выше щиколоток. При мытье рук и ног омовение начинает с правой стороны. Протирание всей головы. Протирание ушей со всех сторон новой водой. Протирание промеж пальцев ног, раздвигая их мизинцем левой руки. Тщательное растирание омываемых частей тела. Мыть все части тела 3 раза. Провести все действия омовения непрерывно друг за другом. Экономия воды, находясь даже у моря. Беспричинно не принимать чужую помощь при омовении. Не разговаривать при омовении, кроме чтения дуа. Не промывать части тела более 3 раз. Без причины не обтирать полотенцем омытую часть тела. Совершение намаза в 2 раката после омовения. И последнее — чтение дуа при омовении и после него. Что нарушает малое омовение? Малое омовение нарушает большая или малая нужда, сон в лежачем положении. Если верующий заснул, будучи в сидячем положении с омовением,
то в таком случае это омовение не нарушается. Также одна из причин нарушения омовения — это впадение в бессознательное состояние. Причины могут быть разными, от распития опьяняющих напитков до воздействия со стороны джинна. Прикосновение человека к противоположному полу, который не является для него махрамом, также нарушает малое омовение. И прикосновение ладонью к двум ауратным местам, которые ниже пояса, тоже нарушает малое омовение. Что нельзя делать мусульманину при ритуальном осквернении? При ритуальном осквернении, то есть когда на верующего ложится обязанность совершить гусль, большое омовение, ввиду определенных причин, ему нельзя совершать фард или сунны намазы, долго задерживаться в мечети, читать или прикасаться к священному Корану. Как совершать полное омовение, гусль? Перед совершением полного омовения, гусль, верующий делает намерение. Суннатом является сначала вымыть части тела, как при совершении малого омовения, а после уже приступить к полному омовению. Это вымыть абсолютно каждую часть тела, чтобы во все места на теле дошла вода. И так повторить 3 раза. Пусть Аллах дарует нам помощь в соблюдении Его повелений и суннатов посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. Мир вам и милость Аллаха.